Уважаемые бишкекчане и представители средств массовой информации, позвольте проинформировать вас о проводимой работе мэрии города Бишкек, текущей ситуации, проблемах и планах на будущее в сфере градостроительства и архитектуры. Основные направления работы мэрии города Бишкек ведутся в соответствии с указом президента Кыргызской Республики об объявлении 2020 года годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. Одним из основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства в 2020 году является строительство городских дорог. В настоящее время мэрия города Бишкек в соответствии с соглашениями между правительствами Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики в рамках сотрудничества реализации проектов двусторонней технико-экономической помощи реализует проект развития улично-дорожной сети города Бишкек. Завершается реализация первой фазы реконструкции дорог в рамках проекта развития улично-дорожной сети города Бишкек на 49 дорожных участках протяженностью 95 километров. Выполнены работы на дорогах протяженностью 94 километра. Полное завершение работ планируется летом этого года. Завершена реализация проекта восстановления дорожного покрытия дорог города Бишкек на 23 дорожных участках протяженностью 40 километров. На данный момент начата процедура по объявлению конкурса для отбора подрядной организации по реализации второй фазы проекта развития улично-дорожной сети города Бишкек, которая предусматривает реконструкцию и реабилитацию 60 улиц города Бишкек протяженностью 70 километров. Из них 26 улиц протяженностью 33 километра будут выполнены в жилых массивах города Бишкек. Детские сады, дошкольные образовательные организации. В целях увеличения дошкольных ученических мест в этом году предусматривается завершение строительства детского сада в микрорайоне Тунгуч на 140 мест, общей площадью 1480 квадратных метров. Завершение строительства детского сада по улице Тенстанова-Московская на 100 мест, общей площадью 1216 квадратных метров. Открытие 2 садиков запланировано в 2020 году. Завершение реконструкции детского сада номер 14 в 6-м микрорайоне на 140 мест. Завершение строительства пристройки к детскому саду номер 187 в жилом массиве Каенды. Открытие летом 2020 года. Планируется начало строительства пристройки к детскому садику номер 12 по улице Панфилова, рассчитано на 100 мест с музыкальным залом. Реконструкция детского сада «Ласточка» в 11 микрорайоне на 140 мест. Строительство детского сада в жилом массиве Арча-Бешик на 180 мест, общей площадью 2047 квадратных метров. Строительство детского сада в жилом массиве Гелечек на 100 мест, общей площадью 1314 квадратных метров. Школы. В целях увеличения ученических мест в текущем году предусматривается ввод в эксплуатацию и открытие пристройки к школе номер 19 по улице Кулиева на 198 ученических мест и общей площадью 1238 квадратных метров. Открытие планируется в сентябре 2020 года. Планируется начало строительства трехэтажной пристройки к школе номер 6 по улице Розакова, общей площадью 2040 квадратных метров. До конца текущего года планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию детско-юношескую школу Олимпийского резерва в микрорайоне Восток-5, общей площадью 2261 квадратный метр. В рамках реализации меморандума между мэрией города Бишкек и посольством Республики Азербайджан о сотрудничестве в строительстве общеобразовательной школы вместимостью 550 ученических мест в жилом массиве Кокджар города Бишкек за счет средств Республики Азербайджан ведется строительство школы общей площадью 5500 квадратных метров. Медицина. Для обеспечения жителей столицы доступным медицинским обслуживанием в этом году планируется ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта в жилом массиве Акургы. Фельдшерско-акушерский пункт строится в рамках сотрудничества между мэрией города Бишкек и филиалом Катарской благотворительной организации Кыргызской Республики. Будет начато строительство станции скорой помощи в жилом массиве Акургы, строительство двухэтажного центра семейной медицины с цокольным этажом в жилом массиве Кокджар со станцией скорой помощи на 5 автомашин по улице Молдокулова, общей площадью 2306 квадратных метров. В марте месяца 2020 года введена в эксплуатацию Бишкекская больница Кыргызско-турецкой дружбы по улице Фучика площадью более 10 тысяч квадратных метров. Данная больница рассчитана на 85 койко-мест. Электроснабжение. Для качественного и бесперебойного функционирования сетей электроснабжения
запланирована установка опор и проведение линий электропередач в 4 жилых массивах города Бишкек, таких как Калыс-Ордо, Мурас-Ордо, Караджигач, Алатау, общей протяженностью более 11 тысяч погонных метров. Планируется обеспечить электроснабжением более 1400 домов жилых массивов города Бишкек. Водоснабжение. Большое внимание уделяется качеству питьевой воды, подаваемой населению. В 2020 году предусматривается строительство водопроводных сетей в жилых массивах города Бишкек, таких как Арча-Бешик, Ахбата, Кокджар, общей протяженностью 1500 погонных метров. Планируется обеспечить питьевой водой более 160 домов. Канализация. В настоящее время мэрия города Бишкек реализуются проекты по строительству канализационных сетей общей протяженностью более 24 километров, что позволит обеспечить более 6 тысяч домов, из них более 4 тысяч домов находятся в жилых массивах города Бишкек, таких как Гүльмө, Мурас-Ордо, Джени-Шата, Ахтелек и Нисай. Для обеспечения источником водоснабжения и системой водоотведения Южного планировочного района ведется строительство канализационных и водопроводных сетей. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 33 километра, общая протяженность канализационных сетей составляет 22 километра. Строительство водопроводных сетей для южной зоны города Бишкек разделено на 4 этапа. На сегодняшний день выполнены работы по строительству канализации протяженностью 1 километр и водопровода протяженностью 8,5 километров. Парки. В целях увеличения зеленых площадей для комфортного отдыха и досуга горожан, а также для улучшения экологической ситуации в городе Бишкек ведется строительство парков, которое планируется завершить в текущем году. Так, на территории общей площадью 10 гектаров ведется строительство парка по улице Батик-Батыра Тохумбаева, которому планируется присвоить название Балалык. В парке появятся 3 фонтана, беседки и прогулочные тропы. В общей сложности будет посажено более 900 деревьев и кустарников. До конца лета также будет завершено строительство парка по улице Баталеева и Манаса площадью 7,5 гектаров. На территории парка разместится мини-футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, скейт-парк и рампа для велосипедистов, трибуны для зрителей и болельщиков, воркаут-площадки. В детской зоне появятся игровые площадки и небольшие аттракционы. В рамках реализации меморандума между мэрией города Бишкек и посольством Республики Азербайджан о сотрудничестве в строительстве парка имени Гейдара Алиева в южной части города Бишкек за счет средств Республики Азербайджан ведется строительство парка общей площадью 5,5 гектаров. На территории парка будут построены фонтаны, амфитеатр и детские площадки. Градостроительная документация. Ведется работа по разработке градостроительной документации. Так, в целях приведения в соответствии градостроительной документации разработан проект детальной планировки центральной части города Бишкек. Был внесен в Бишкекский городской кенеш и утвержден постановлением Бишкекского городского кенеша. Проект детальной планировки выполнен в границах территории общей площадью 3540 гектаров, ограниченной проспектами Джибек-Джолу, улицами Курманджан-Датка, Шабдан-Батыра, Иса Ахумбаева, Дуромбека Садырбаева и Юлия Фучика. Проект детальной планировки дал нам возможность упорядочить выдачу разрешительных документов на строительство различных объектов в центральной части города Бишкек и дает возможность планирования и развития застройки объектов, улучшения архитектурного облика, развития дорожной сети. Разработка указанных нормативно-правовых актов даст возможность создать правовые условия для проведения государственной политики в области градостроительства и архитектуры с соблюдением частных, общественных, муниципальных и государственных интересов, прозрачное регулирование градостроительно-архитектурного процесса, регламентация градостроительно-архитектурной деятельности, установление статуса градостроительно-архитектурных объектов и проектной документации. Также указанные проекты направлены на создание условий для устойчивого развития территории города Бишкек, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости. В Бишкеке насчитывается 47 жилых массивов. Из них 20 жилых массивов были образованы до 2000 года. С 2000 года по 2005 года 9 жилых массивов. С 2005 года по 2010 год 18 жилых массивов.
Проводится большая работа по инвентаризации градостроительной документации жилых массивов и уже завершены работы по 28 жилым массивам. Данная работа будет продолжена городскими службами, муниципальным предприятием Бишкек-Главархитектура, районными администрациями и бишкекским филиалом «Кадастр» для формирования единой схемы. Данная работа позволит упорядочить формирование земельных участков и развитие жилых массивов города Бишкек. Бишкек-Главархитектура. В период чрезвычайного положения муниципальное предприятие Бишкек-Главархитектура осуществляет прием документов по принципу единого окна на оказываемые услуги. Данные услуги выполняются по новой программе Bittrex, которая позволяет безопасно передавать необходимую информацию в подразделения предприятия в электронном формате, что в конечном итоге приведет к полному переходу работы предприятия в электронный формат обслуживания. Также в целях создания комфортных условий заказчикам и заключения прямого контакта между заказчиком и исполнителем были проведены работы по внедрению VPN-канала, по выдаче инженерных условий на подключение к сетям, таких как электричество, теплоснабжение, водоснабжение и канализация, с инженерными городскими службами и получение ответов от уполномоченных органов в электронном формате. Муниципальное предприятие Бишкек-Главархитектура за первый квартал 2020 года по принципу единого окна принято заявок 3881. В условиях введенного чрезвычайного положения заявки на получение разрешительных документов на строительство и проектирование производятся через сайт предприятия. В настоящее время предприятие по принципу единого окна работает в штатном режиме и готово оказывать содействие физическим и юридическим лицам в получении разрешительных документов. Государственная экологическая и техническая безопасность. В городе Бишкек в реестре строящихся объектов зарегистрировано 1050 объектов. Из них 568 – это крупные объекты. В настоящее время Госэкотехинспекция работает в штатном режиме. В связи с разрешением с 1 мая 2020 года экономической деятельности в сфере строительства Госэкотехинспекция оказывает содействие строительным организациям в части ведения государственного строительного надзора. Работы по строительству объектов на территории города Бишкек возобновляются как со стороны мэрии города Бишкек, так и со стороны частных организаций. Призываем все строительные компании соблюдать санитарно-эпидемиологические правила во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории города Бишкек. Спасибо за внимание.